Чтобы не попасть под статью федерального закона о рекламе, важно помнить, не все так просто, как мы привыкли видеть. Размещение рекламы – целая история, в которой мы сейчас и постараемся разобраться вместе со специалистами и жителями республики. Какая реклама запрещена вовсе? Реклама, как известно, двигатель торговли, однако не все товары и услуги можно рекламировать на территории Российской Федерации. Существует раздел законодательства, в котором четко прописаны все ограничения и запреты на рекламирование того или иного продукта или услуги. Запрещается реклама медицинских услуг, которые не сопровождаются предупреждением о противопоказаниях к применению и необходимость консультации специалистов. Также запрещена реклама на платежных документах при внесении платежа за жилое помещение, а также коммунальных услуг, в том числе на оборотной стороне таких документов. Далее наркотические средства, психотропных веществ и растений, реклама табака и табачной продукции, а также реклама взрывных веществ и материалов. Можно ли размещать рекламу на жилых домах? В первую очередь скажем, что реклама бывает стационарная и временная. Различается тем, насколько быстро и надежно она смонтирована. Например, рекламный щит и баннер на доме – это стационарная реклама. Велосипед с табличкой «Кофейня 50 метров у столба» – временная. Некоторые представители рекламной продукции способны значительно исказить дома и архитектурные строения, а также сузить тротуары или же серьезно ограничить уровень и угол обзора водителей. Рекламу на жилых домах можно размещать на основании договора. К примеру, если установка рекламной конструкции предполагается на многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственных помещений на квартирном доме, полученных в порядке и соответствии с Кодексом Российской Федерации. Есть ли требования безопасности к рекламным конструкциям? Огромные рекламные щиты, несомненно, представляют своего рода опасность, если они не закреплены как следует. Не может быть такого, что щит вертит от малого дуновения ветра, как мы это видим на видео. Есть свои требования безопасности. Технические требования к средствам наружной рекламы, а также правила размещения установлены ГОСТом России номер 52044-2003. Рекламные конструкции должны быть механически устойчивыми и прочностью в течение расчетного срока службы, определенного в проекте рекламной конструкции. Куда жаловаться на незаконную рекламу в городе? Очень часто, особенно в последнее время, объекты рекламы наружного характера можно увидеть в самых неожиданных и вовсе не предназначенных для этого местах. К примеру, многие жильцы начинают жаловаться на то, что реклама начала появляться даже на первых этажах или возле подъездов. Здесь важно узнать, куда жаловаться на незаконную рекламу. Жаловаться на незаконную рекламу граждан следует Ингульского ФАС России. Мы находимся в здании ЖД-вокзала, это правое крыло, второй этаж. Заявление подается в антимонопольный орган в письменной форме с приложением документов, свидетельств о признаках нарушения закона о рекламе. Заявление должно содержать это наименование места нахождения заявителя, наименование рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя, действия которых содержат признак нарушения закона о рекламе. Описание фактов, свидетельств о наличии признаков нарушения закона о рекламе. Сумма штрафа в соответствии КоАП Российской Федерации зависит от того, на рекламу каких услуг жалуется заявитель. Как нарушают закон о рекламе в Ингушетии? Вот что говорят специалисты. В данном случае Ингульскому ФАС России рассматривается жалоба рекламного агентства на неправомерный отказ муниципального образования, отказ в даче согласия на установку рекламных конструкций. Данная жалоба на стадии вынесения решения комиссии Ингульского ФАС России. Вот такая интересная история с рекламой в нашем городе. Если у вас появились вопросы, мы рады будем, опубликовав ваше обращение, задать вопрос специалистам. Обращайтесь к нам в социальных сетях, адреса которых сейчас указаны на ваших телеэкранах. Луиза Мальсагова, Исмаил Сагов, Мовсер Гагиев, Утро Ингушетии.